Меня зовут Таймураз Батимиров, я носитель осетинского языка и онлайн-преподаватель, и я рад вам представить мастер-класс по осетинскому языку. Иронов Жагай мастер-класс. Батимират и Таймураз, так меня зовут. В первой части я немножко дам теоретическую информацию, а дальше мы немножко попрактикуемся в языке. Общие сведения об осетинском языке. Что же это такое, где он живет? Осетинский язык – это язык Центрального Кавказа. Его носители расположены по обе стороны Кавказских гор. Южная Осетия, Северная Осетия. Раньше осетинский язык был распространен в некоторых регионах Грузии, Трусовское ущелье, Триолетия, Кахетия. Осетинский язык имеет большое количество, сравнимое, носителей в Турции. Это связано с переселением мухаджиров после Кавказской войны. То есть есть и турецкоговорящие осетины. По числу, кто говорит на осетинском языке. Число говорящих на 2010 год в России 451 человек. Плюс-минус оно соответствует реальности на сегодняшнюю дату. Среди них, собственно, почти 10 тысяч русских людей говорит свободно по-осетински, какое-то количество грузин, армян, кабардинцев, ингушей. К тому, что находится в России, я могу прибавить также почти 50 тысяч осетин, это по 2015 году в Южной Осетии. Южная Осетия – отдельное государство. Республика Хушар, Ирыштон. Ирыштон – это Осетия. Осетинский язык представляет собой, если так разделить, то два диалекта. Дигорский и иронский диалект. Дигорский диалект считается более архаичным, то есть он сохранил от древних времен больше каких-то таких консервативных вещей. Он, в свою очередь, делится на говоры, условно я их называю, опять же, чекалинский, дигоринский, это разные регионы области Дигория. Есть еще такой валлакомский говор, переходный между иронским и дигорским. Валлакомский, я его обозначил таким сереньким, он такой, все меньшее количество носителей на нем говорит. В основном они переходят на дигорский, либо на иронский говор. И и тот, и дигорский, и иронский диалекты имеют литературную традицию. И оба упомянуты в Конституции Республики Северная Осетия, Алания, но хождение все-таки официально имеет иронский диалект зачастую. И он у нас представлен, опять же, говорами. Североиронский говор – это литературная норма произношения в Северной Осетии. Это так, как говорю я. Есть, конечно, какие-то акценты отдельные. У меня аллагиро-мизурский акцент, я его так называю. То есть, когда я говорю по-осетински, жители равнины, я с гор, меня узнают по моему выговору. Есть дальше туальский говор, он также и в Южной Осетии имеет вариацию, тоже такой серенький, вымирающий. То есть, его носители переходят на либо иронский, либо на южные говоры. Кударский шокающий и чесанский цокающий. Как это выглядит? Возьмем какое-нибудь слово, например, осетинское, ничего, по-осетински, допустим, по-дигорски, если мы по-чекалински скажем, это будет нече, нече. Чувствуете, да, что-то похожее на русское ничего. О чем бы это нам говорило? По-дигорски, по-дигорински там скажут так, нете. Как в Валлакоме говорят, я не знаю, но я скажу ниса. То есть уже есть разница в диалекте. Кударцы скажут нише, чесанцы скажут нице. То есть одно и то же слово имеет такие варианты. То есть граница по некоторым буквам проходит довольно отчетливо. Осетинский язык входит в большую индоевропейскую языковую семью. Самая большая языковая семья на нашей планете. Сюда и германские, и кельтские, и славянские языки, и балтийские, все они сюда входят. Осетинский язык, он относится к индо-иранской ветви это языков, то есть это единое общее древо, эти языки все друг другу в какой-то степени родственны. Кто-то ближе, кто-то дальше. Из индо-иранской ветви у нас есть отдельная иранская ветвь, в которой древний авестийский,
пушту афганский, таджикский, персидский, вымершие скифские. А скифы, это, представляете, жили, ну, территория Южного Приуралия, юг России, территории нынешней Украины. И вот от скифских такой один потомок — остинский язык. Вот. И, естественно, остинский язык имеет какой-то общесловарный фонд, ну, с любыми языками этой группы. Вот, например, какие схождения есть с русским языком. Вот мы знаем старославянское «аз», «аз есмь», «царь». Вот. По-остински на северном варианте это «аж», в южном варианте «аз». Дегорцы также говорят. Например, «мне» я скажу «мн» или «манан» в полной форме. «Хорошо». По-остински это будет «хорж», в южном варианте «хорз». И, например, князь Владимир, устанавливая идолов в Киеве, вот, один из них так и назывался Хорс. То есть у других славян вместо «хорошо» используется слово «добро», а только у русских «хорошо». И Остин, Хорж. Зима, например, мы скажем «жемаг» или «замаг», в дегорском «зумаг». То есть один корень, береза та же. У нас это звучит «барж» или «барз», или барза в дегорском. Дверь, дуар, ну по-английски знаете, дор. Мать, мад, знать, у нас говорим жонен или зонен, таять, тот же глагол. Если я хочу сказать по-русски тай, то по-остински это будет звучать так же, в приказном тоне. Куда, кадам, дашь, 10 или дас. Слово амбал русское тоже происходит от иранских заимствований. То есть это вот такое прям очень остинское слово. Товарищ. Ну, возьмем, например, немецкий язык. Я его просто знаю, поэтому могу сравнить. Вот в остинском «д», «ты». Я взял латиницу, чтобы было более сходно. В дегорском также будет «ду», остинском «фатер», «фэд», «наме», «ном», «арм», ну, та же рука, «кёнен», «мочу», «меч», у нас «канен», «хох» высокий, «хох» гора. «Худ» по-немецки шляпа, по-английски знаете сами как. Вот, у нас это худ, есть по-немецки глагол sagen, сказать, ну, у нас jagen или zagen. Есть кое-что в удмуртском языке, вот таких вот североиранских, сарматских корней. То есть индоиранские народы, они, к которым, собственно, относятся и остины, они проживали в какой-то период, ну, имели контакт с финно-уграми, и в удмуртском языке, например, есть такие слова «андан», вот у нас это «андон», сталь, «азвесь», серебро, у нас «авжишт» или «авзист», «зарний», «жарин», «аргон», то есть название металлов, даже числительное 10, тоже индоевропейского происхождения, по-удмуртски это «дас», по-остински это «даш». Касаемо письменности, у нас книжный фестиваль, поэтому немножко про книжки. Вот. Из самого древнего, написанного что на бумаге или около того, ну, найден в 92 году такой манускрипт, написанный на греческом. Это текст Ветхого Завета, ну, естественно, написано вручную тогда. И хоть он и не осетинском, но осетины уже тогда писали на полях. То есть тот человек, который читал Ветхий Завет, видимо, священник в церкви, он себе делал такие коротенькие пометочки, ну, поскольку в греческом тексте он ориентировался никак на родном языке, но греческими письменами уже вот на родном языке чтеца в XIV или XV веке уже по-остински писали. Вот такой вот документ у нас есть. Касаемо первой печатной остинской книги, уже в 1798 году в московской синодальной типографии здесь у нас вышла такая книжка отпечатанная. Это перевод катехизиса под названием «Начальное учение человеком, хотящим учиться книг Божественного Писания». Вот. И здесь, ну, собственно, первый печатный остинский текст на кириллице, ну, естественно, в таком церковно-славянском виде. И этой книгой впоследствии пользовались первые исследователи остинского языка: Юлиус Клапрут, Андреас Щогрен, Всеволод Миллер. Это все вторая половина 19 века, ну, почти.
И здесь мы видим, например, пишется «цибирей катехезис». Да? В современном астинском это звучит «сабырей катехезис», северном. Ну, допустим, в южной норме это так и есть, «цибырей». То есть «ц» у нас читается в южной норме как «ц», в северной уже как «с». Но эта книжка была издана для моздокских осетин, которые проживали в Моздоке. У них был свой какой-то отдельный говор, вот под них, собственно, она и издавалась. Вот. И об алфавите кое-что. Это будет, я думаю, что интересно. Вот такой был алфавит Шогрена Миллера до революции. Имеет несколько вариаций, но вот такой вот устаканенный вид, упрощенный, он получил и в нем было зафиксировано. Здесь у нас обычные буквы, какие-то похожи на русские, какие-то не очень. Мы видим, что есть буквы сдвоенные, допустим, «дз» или «дж», так называемые диграфы. Появляется буква «а». Это прям очень символичная буква для астинского языка. Есть просто «т», есть «т» с какой-то там с хвостиком «т», есть два варианта «у», ну и так далее. Мы к этому подойдем. И обратите внимание, в алфавите даже есть вот такая вот галочка. Это называется ижица. Это буква старого русского алфавита, используется в церковнославянском. Например, слово «миро» писалось через эту букву в русском языке. Вот в астинском языке она для обозначения звука «ы». То есть никакой «ы» у нас, например, в том алфавите не было. Вот. И, собственно, Андрей Шогрен, почему он решил использовать кириллицу, вот так и написал. Соображая как будущую судьбу самих осетинов, так и предпочтительную склонность тех из них к русскому письму, которые знали и то, и другое, то есть русское и грузинское, я решился в надежде на вернейший и лучший успех принять за основание русский алфавит. То есть сами астины уже тогда предпочитали пользоваться кириллицей для записи астинских текстов. Что об этом написал об алфавите Кустахи Тагуров, наш поэт-основоположник литературного языка. Вот его книга «Ирон Фандр». Он пишет так, про такой вот разнобой в произношении, что население каждого замкнутого района извратило в большей или меньшей степени основной астинский язык. То есть он полагал, что был когда-то некогда существовал такой основной астинский язык. Вот, довольно спорное утверждение. И там же жители некоторых сел, корчащие из себя аристократов, режут ухо неуместными шейже. То есть ему не нравилось произношение, я думаю, что тагаурцев, вот, а это произношение теперь господствующее. То есть в Северной Осетии говорят именно так. Вот он писал доклад в комиссию по пересмотру текста Евангелия на астинском языке. И что мы имеем дальше? Собственно, в чем разница? Как до сих пор спорят, никак к единому мнению прийти не могут на севере и юге Осетии. Вот есть у нас, пишем, например, Д и З, две буквы сейчас. В Южной Осетии это так и читается, ДЗ, Дз. В Северной Осетии это читается З, ну почти как русское З. Мы имеем вот такую вот букву, похожую на русскую З. В Южной Осетии так и читается З. В Северной Осетии мы это читаем Ж. Не надо путать с русской Ж. То есть там слово, например, женщина, да, это, если через астинский сказать, будет женщина, да, то есть ж и ж, это, чуть-чуть разные звуки. Звук с в Южной Осетии так читается. Вот у нас это ш, не путать с русской ш, машина. И вот такая вот буква Ц, она читается как Ц в Южной Осетии. Ну, у нас это С. Собственно, как русское С. То есть русский человек, когда читает текст, он не знает, как что читать, он, скорее всего, прочтет в юго-астинской орфоэпической норме. Что, в принципе, не ошибка. Вот. И после революции астины, одни из первых народов, по всей России это практиковалось, перешли быстренько на латиницу. И латиница, она получилась, здесь по две буквы, двубуквенные сочетания, так называемые диграфы. Лигатура «э» сохранилась. Такой вот неплохой вид она имела. До 1938 года просуществовала. И тогда советская власть сказала, что-то много латиницы на всех печатных машинах не хватит. Давайте обратно на кириллицу и как можно унифицированнее. Вот. Астины свой алфавит унифицировали. Все знаки можно найти в русской клавиатуре, кроме знака «а». Вот до сих пор это такая проблема. То есть эта лигатура у нас осталась.
видите, букв довольно много, но вот то, что желтеньким подсвечено, это буквы, которые используются только в русских словах. То есть в осетинских исконных словах вот там буквы Ж, Ш, Щ, твердого знака, мягкого знака, Я нет. Это для того, чтобы писать русские слова. Например, слово машина пишется через вот эту Ш. Есть у нас такие вот диграфы. Это зачастую абруптивные звуки, такие как П, Т, К. Вот это у нас Г, очень похоже на южнорусскую Г, гарно. Вот, Дж, Дз, вот это К, Ц. Ну, то есть для Кавказа это обычные звуки, у всех народов Кавказа они есть. И вот так это выглядит в международном фонетическом алфавите. То есть уже совершенно другая история. Здесь мы видим даже звуки с огублением. Например, кроме как К у нас есть К, или там К, есть К. То есть такие уже что-то больше на кабардинский манер похоже. Вот. И, собственно, несколько букв мы сейчас попрактикуем. Вот есть такая буква А, как я уже сказал, А. И она обозначается обычно в международном фонетическом алфавите вот такая вот, как перевернутая А, это как русская безударная А. Вот. Есть еще другие обозначения, ну, кто как произносит. Вплоть до там каких-то скандинавских, английских вариантов. И в астинском вот эта вот русская безударная А, она может быть под ударением. И для человека русскоязычного это создает большие проблемы в изучении астинского языка. Он не понимает, как это. Безударную букву надо ударить, ударной сделать. Это очень сложно. Вот, например, у нас слово такое кардаг, кардаг. И у нас первая безударная, вторая ударная. Ну, я на слух хорошо различаю. То есть, а кому-то может быть сложно. Вот Борис у нас попробует сказать. Кардаг. Вот, почти, да, кардаг. Это трава. Трава. Вот, кстати, арт-объект у нас в республике установлен. Такая вот буква А. Да, приезжайте, можете посмотреть, если будете на экскурсии у нас. Welcome. Вот такая вот буква И, которой до 1938 года в алфавите не было, а звук был. То есть ранее она писалась вот так вот, ижица. Вот. Филологи знают ее букву как шва. Вот так она обозначается в МФА. И звук как бы для русского уха тоже очень непривычен. Он практически не слышим. Например, где его искать? В русских словах. Министр, ноябрь, между Б и Р, декабрь. Вот где-то там он есть. Но у астин это отдельная буква. Вот, например, она в ударном положении. Вот машиг, я говорю, это башня. При этом башня неопределенная какая-нибудь. А если я скажу машиг, это уже конкретная башня, определенная. Вот. И примеры с, ну как думаете, вот слово сахт, что бы обозначало? Вариация. Мышь. Мышь? Кто думает, что это мышь? Сых? Сыр. Почему сыр? Похоже на сыр. Хорошо, правильно. А вот что такое... А кто прочтет вот это слово? Что это? Ну, что там написано? Вот на М. Цихт? А под ним? А где это? Я не вижу. Не видно, отсвечивает. Так, кто прочтет? Ну что, 4 буквы на М. Да. Мыст. Да. Да, в южном варианте это действительно читается как мыст, в северном это мышт. Мышт. Как думаете, что значит мышт? Вот мышь, правильно. Индоевропейские корни, они легко угадываются. Вот из этого мы делаем вывод, что как-то, ну, человек, который владеет индоевропейским языком, ему должно быть легко учить астинский язык, да, очень много чего похожего. Но не тут-то дело, как бы кавказскости в астинском языке тоже много, надо бы еще язык какой-то другой группы знать. Вот у нас буква А, самый сложный звук для русскоговорящего человека. То есть всем абруптивным им довольно легко можно научиться, там звуки К произносить, это все, ну, несложно. Этому обучаю. А вот с А тут уже сложнее.
Вот давайте возьмем простой пример. Слово дандаг. Дандаг это у нас зуб, например. Какой-нибудь дандаг. И тут произнести довольно сложно. А вот дандаг уже сложнее. Уже потому что будет получаться или дандаг, или вот что-то в этом роде. Есть у нас слово балаш, дерево, а вот балаш уже немножко сложнее, потому что вот это тонкое ударение, оно как-то не просто разносится. И есть, например, какая может путаница возникнуть? Вот есть слово балаш, вези, подвези. Вот кто у нас скажет? Попробуйте. Белаш. А вот балаш. Балаш. Да, получается. А второе слово балаш. Подползи. Балыш. Ну, почти. То есть надо обычно тренироваться. И, например, я скажу балаш-то, деревья. А если неправильно сказать, то будет слышно как балаш-то, подвез. Хотя вот балаш-то сложнее сказать. То есть для русского уха это может быть непривычно, а для астинского уха разница очевидна между а. И поэтому а это вот самый сложный звук. Вот. Маша ама арш. Как думаете, почему у меня здесь ше, а здесь вот я тоже ше читаю, но там се написано? Какие варианты? Как вы считаете, почему с одной, где Маша, там ше, а второе арш, медведь, я тоже читаю ше? Не знаю. Да, потому что Маша это русское имя. А русские имена с ше пишем, конечно, ше. Вот. И такой еще момент есть, ударение и комплексация слов. На других мастер-классах предыдущих лет довольно подробно рассказывали о грамматике, о синтаксисе, о всем остальном. Про ударение пока еще не говорили, но я несколько слов скажу. Значит, что говорил Абаев Василий Иванович, один из исследователей астинского языка. Комплексация слов имеет большое значение для семантики астинской речи. Чтобы правильно понять астинский текст, недостаточно прочесть и перевести шаг за шагом каждое слово. Нужно прочесть определенным для каждого случая образом, группируя слова в акцентуальной единице. Это еще в 24 году сказал. И что мы имеем отсюда? Вот такой вот пример про книжки. Вот есть у нас чингута книжки, кашин читать, накауа не нужно. Я могу сказать, вот так оно и пишется в книжках. Если я размечу специальными знаками, уже будет понятнее. Я могу сказать так. Чингута кашин на кауа. Книги читать не нужно. А могу то же самое прочесть другим образом. Чингута кашин на кауа. Книги читать нам нужно. Пишем одинаково, но какое-то принципиально разное значение имеем. Так. Попробуйте прочесть. Нет, давайте вы. Так, не, я по отдельности прочту. Чингута кашин на кауа. Чингута кэшин на Ну ладно. Чингута кашин на кауа. То есть, если я сам по контексту не додумаю, как это нужно прочесть, то я извлеку из этого предложения противоположный смысл. Или еще, например, Ил и Рон Чина Джибакашт. Один я могу перевести Ил и Рон Чина Джибакашт. Один, в смысле, человек в астинской книге прочел. Могу это перевести следующим образом. Ил и Рон Чина Джибакашт. Один астин в книге прочел. То есть на слух разница очевидна. На письме никакой разницы. Могу сказать так. Ивирон Чинаджи Бакашт. В одной астинской прочел книги. Или Ивирон Чинаджи Бакашт. Одной астинской книги прочтения. То есть 4 варианта, пожалуйста, читайте, переводите как хотите. Пока на слух или по контексту вы не поймете, что это значит. Вот, например, еще так. Сейчас я прям примеры по книжкам пойду. Вот есть книга моего соседа в поселке Мизур, Едзиев Акшойфорд Андрей, сын Аксо. Сказы верхнего хода. Ход это селение у нас в горах.
И такое предложение, например. Кайтык тынг басинкотта. Кайтук очень обрадовался. Ивнагай в одиночку. Кадышардау кайнал сарзан ул. То есть тому, что не будет больше жить. И мы можем перевести, если скажем отдельно, это будет кадышардау. В лесу подобно зверю. А если мы это слитно скажем, кадышардау, это будет подобно лесному зверю. Вот. И опять же, мы читаем как бы, как хотим. Вау. Так, и вот такое вот предложение. Нафадалта куфтой сепурши жеттам. То есть нафадалта наши предки, тут понятно, куфтой молились. И, ну, сепурш условно можно перевести как Рождество. И мы можем так перевести. Нафадалта куфтой сепурши жеттам. То есть молились ангелам Рождества. А можем еще раз почитать и подумать, что что-то не то. Может быть, наши предки молились в Рождество ангелам? Нафыдал так в той сепурше жеттам. То есть от того, свяжу я слова при чтении или нет, поставлю я ударение на слово жетта или нет, будет меняться смысл. Опять же, читайте как хотите. Хотите такой смысл, хотите такой. То есть на письме никак не обозначается. Ну или вот такая фраза. Яхи бахал шаваренкотта ама сжахата и что и фаштама удонул яхи фахашенкотта. То есть и здесь я думаю, что яхи как бы это на свою лошадь. Яхи бахал. Ну, бах лошадь. И читаю, и что-то как-то не стыкуется. И читаю сначала, но уже расставляю ударение по-другому. Яхи бахал шаваренкотта. То есть яхи уже отделяю, и у меня получается себя на лошадь усадить повелел. Вот такой вот вариант. Ну и для того, чтобы понять астинское ударение, вот сейчас я готовлю к переизданию вот такую вот хорошую книжку Абаева 1939 года издания, 10 нартовских сказаний, нартовский эпос осетин. У многих народов Кавказа есть свой нартовский эпос. И здесь есть такая фраза, ну я ее перевел в кириллицу, вот такая «Гумов саджете шаг ренсадиш» и ордужа. Ну понятно. Гумского перевала по ту сторону олень остановился на одной поляне. И дальше такое вот предложение. «Уихужен расшухт сванун лагал шерд никума шамболт». И я читаю и комплексую, ну как бы в комплекс образую. Например, вот так. «Уихужен расшухт сванун лагал», подобно ему красивого охотника, «шерд никума шамболт». Зверь еще никогда не встретил. И думаешь, что-то не то. Что-то не то. Как это зверь такого любовался охотником? Какой-то неправильный охотник. Такой красавец вышел в лес и зверем любуется. Первый раз видит такого красивого охотника. Нет. Надо по-другому это все перечитать. А ударений же нет, слова не связываются. Вот думай как хочешь. И перечитываю заново. «Уихужан расшухт суан он лагал шерд никма шамболт». Вот подобно ему красивый охотнику-человеку зверь никогда еще не встретился. Вот, это правильно. Я смотрю, мне нравится, как написано, и это красиво. Ну, то есть никогда еще охотнику не встречался такой красивый зверь. Вот я так быстро уложился, хотел, чтобы вы немножко что-нибудь попробовали прочесть. Вот, кстати, спасибо по-осетински. Кто прочтет правильно? Буздык. А в северном варианте? Бузнак. А если «з» у меня читается как «ж»? Бужнак. Отлично. У кого еще хорошее осетинское произношение? Вот, наверное, у вас. Бужник. Вот. Молодцы. Вопросы какие-то по осетинскому языку у вас, может быть, есть? Что-то вам может быть интересно. Как что сказать? Так.
Так, как вот это произносится? Кто мне скажет? Так, ну-ка. А. Хорошее произношение, мне нравится. Так, еще вариант? Я не вижу язычков. Не могу сказать. А. А если так? А. А. Отлично. Так. Ажнауаржин. Вот, отлично, отлично. Вот такие вот, ну, гласных достаточно много. Давайте я вам еще как бы алфавит прочту. А, Б, В, Г, Г, Д, Дж, Дз, Е, ну, Ё русская, Ж русская, Ж, И краткое, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Т, У, Ф, Х, Q, С, Ц, Ч, Ч, Ш, Щ, твердый знак мягкий Ю, Я. Я вижу, тут сидит представитель Дагестана у нас, Шамиль. Шамиль. Я думаю, что ты, будучи дагестанцем, без проблем прочтешь. Можешь подойти сюда? Вот так, интересно. Попробуй прочесть наш алфавит. А. Б. В. Г. Р. Д. Дж. З. Е. Ё. Ж. З. И краткое. Ю. Ю. К. Q. Л. М. Н. О. П. П. Р. С. Т. Т. У. Ф. Х. Х. Ц. Ц. Ч. 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 Ш. Щ. Твердый знак. Наверное. И. Да. Мягкий знак. Ю, Я. Ну, в принципе, понятно. Отлично, похлопаем Шамилю. Он, я считаю, блестяще справился. Вот, представитель нанайского народа. Прошу на сцену. Некоторые буквы совпадают у нас, да? А, Б, В, Г, Г. Через носовой, по-моему, да? Не, у нас попроще. Г, у нас носовых нету. Г, Д, Дж, Дз. Дз это в нанайском встречается часто. Дзо, дзё. Вот это вот произношение. Е, Ё, Ж. Ж у нас немножко по-французски. Дж, Ж, 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 Ж. Вот такой вот. З, З. И краткий. И краткий тоже у нас встречается на нанайском языке. К, К, Л, М, Н, О, П. П практически мягкая у нас. Пик, пиктади. Вот такое вот начало. Пик. Она смягченная. Р, С, Т, Ч, Ч. Тоже встречается мягкая. У, Ф, Х, Х. Редко, но тоже встречается. Ц. Это в зависимости от региона, где проживают люди. Некоторые у нас дают акцент Ц и есть Ч. Что многие иногда начинают говорить, вот вы неправильно говорите Х и Ч. Путают Ц, Ч. Ц мягкая, Ч, Ч, Ш, Ш, Щ. Твердый знак, он у нас не встречается практически. И у нас и протяжная. И вот такой вот, и кратким. Мягкий знак, часто встречается. Она и в окончаниях, и вот так вот. Акта, вот такой вот. Акта это женщина. Ю и Я. Спасибо. Отлично, похлопаем, похлопаем. Обратили внимание на разницу, вот как в Преамурье и мягкие звуки, и на Кавказе звуки твердые. Вот. Горы Кавказа из твердых каменных пород сделаны, поэтому
Вот, я бы хотел еще Ларису, если позвать. Это тоже близко к нам находится. Абазинский язык представлен. Абазинский язык очень богат подобными звуками, богаче осетинского. Да, абазинский язык вообще убийственный по сравнению с осетинским. Ты мне говори, я буду это повторять. Помогай. А? Микрофон, да? Так, буду подсказывать. А. Б, В, Г, Г, Д, Дж, Дз, Е, Ё, Ж, З и Е. Не И краткое, а Е. Е. К, К, Л, М. К. Попробуем. К. К. Нет, это К, а у нас К. Как? Это вот К, которая, это вот это К. А это К. Вот русские Ну, могут хорошо. на слух не услышать разницу, для Стина она очевидна. К, корма. Вот, у нас это. правильно. Л, М, Н, О, П, П. Да? Правильно. Р, С, Т, Т, Т. У, Ф, Х, К, К. Ц, Ц, Ц. Верно. Ч, Ч, Ш, Щ, У нас это Да, похоже. Ну, это... Ну, это Ю, Ю, Я. Обычные русские буквы. Справилась я? Отлично, я думаю, вот надо поаплодировать. Так, еще желающие, у нас есть 5 минут. Вот, welcome. Вахоржахай, будьте добры. Коми язык. Вот сравним язык коми. Финно-угорской языковой семьи, уральской. Да. А. Б, В, Г. Это сложно. Г. Несложно. Г. 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 Merci, pardon. Нет, сложно. Гарсон. Да, Д. И вот здесь уже наш, что объединяет. Ага. Дж. У нас тоже есть Дж. Джордж, Пол, Ага. Джудж, У нас птица. есть такое произношение, а вообще есть дж. Дж. Тоже Ага. отдельно есть. Дёридж, цветок. Ага. Вот чем богат коми язык. Дёридж, да. Е. Дз, Ё. дз, дз. А Дз, дз. было у нас дз? У вас есть дз? Да, да. Дз это всё. Дёридж. Вот А как. Дж это Вот, Джордж. вот. Смягчаются буквы. Е, Ё, Ж, З. И здесь И у нас есть И с точкой. Но Ага. она вначале Так. не стоит, она в середине. Щерпасалыс нарисовал. Мгм. Щерпасалыс. Не лис, а Ага. щерпасалыс. Понял. И краткое. Но у Так. вас это Е просто, да? Е. Обычно Е. Е. К. Да. Ага. Вот это опять сложно. К. К. Нет, К. Э. Вот здесь абруптивный звук, он горло немножко подключается и как бы такой вот звук немножко выдыхает резко. То есть тут не сила важна, а резкость. Там К пропадает как будто. да? Нет, Х пропадает, но это К, но сказанное чуть-чуть с напряжением и резко. Получается так. К. К. Ну да, почти получается. Направление верное. Л, М, Н, О. И вот наша здесь появляется вот с двумя точками. У вас ее А как у вас она произносится? Я видел. Я в немецком- Ышка-мышка, радуга. Ыш, бык. М, Ышка-мышка. Интересно. Ыш. П. Вот опять. Пробуем. Тоже П, но чуть-чуть с напряжением и резко. П. Ну да, П. Простите, да. П. Простите. Р. С. Т. 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 Нет. Т. Т. Резко. Т. Т. Ну, пойдет. Ладно. У. Ф. Х. Опять нет у меня этих звуков. Нет. Я знаю, что в коме нет такого звука. Попробуйте. Вот Сложно. отсюда идет прям, это смычно-гортанный звук. Получается так. К. К. Х. К. Ну, я думаю, народы Поволжья, вот тут у татар им легко. Сложно, У них да. есть такие звуки. Ц. Вот я произнесу и пойду дальше. Ц. Ц. Ну да, Да? неплохо, да. Ч. А теперь так. Ч. Ч. Ну вот мою надо добавлять, я так Добавляйте, понимаю, да? добавляйте, будет. Ч. Резко. Ч. Ч. Еще резче. Ч. 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 Ну да, похоже. Вот мне с легче, да. Ш. Щ. Твердый знак. И. Тоже есть слова с буквы И. Ишма. А у вас есть балуется. вариант такой чтобы она не была а такая Есть Есть И.
Вот, наверное, ближе к вашему вот первому какому-нибудь. Да? Да. Мягкий знак ю, я. Тоже Отлично, отлично. Я думаю, надо похлопать. Похлопать. Так, вот есть тюркоязычные, может быть, кто-то в зале? Welcome. Микрофон, пожалуйста, передайте. Так, вы представитель какого языка, народа? I'm from Uzbekistan. О. Can I speak English? Because I don't know Russian. Читаем. Каш. Okay. Да, хоржахай. This is A. Yes. Асаг. This is B. Фало манайт асив. Айсиву. A. А. A. Хорж. Okay. B. Б. B. В. В. Ага. G. Г. G. Shit. Узбек. D. Г. G. 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 Д. D. Д. Ага. J. Дж. J. Дж. Okay. Z. Дз. Z. Дз. A. Е. Ye. Йо. O. Йо. Yo. Ж. J. Ж. Ж. J. Ж. Манай. Ж. Z. Ж. J. Ж. Okay. Okay. E. Хорж. This I don't know. Е. Ye. Е. Uh, К. K. К. К. K. K. Ай. К. K. Айтау. К. К. K. К. Айта. К. Айта K. К. Играш. Хорж. Л. L. М. M. N. О. O. П. P. П. P. Хорж. П. Okay. Юхатма. Okay. Р. R. S. Ш. Sh. Ш. Sh. Угу. T. Т. T. Т. T. This is Т. T. Т. T. Т. T. Хорж. Okay. У. U. Ф. F. Ага. Х. H. Х. Q. Q. О. Okay. Хорж. S. С. Ц. C. Ц. C. Ага. Okay. Ch. Ч. Ch. Ч. Ch. Ч. Ch. Sh. Ш. О. Ш. Sh. О, адам уршаг дамға ташты. Қабар нишан. Ы. E. Фалман нишан. E. Ю. U. Я. Yeah. Молодец. Thank you. Амзахтканым. По-осетински скажи молодец. Значит, в астинском есть слово бадайнаг, как бы молодец. Есть, но русское слово молодец, кстати, вошло в астинские словари, и оно звучит так: молодец. Молодец. Thank you. Так, ну так вот лимит мастер-класса вроде исчерпан, но смотрите сами, если есть желающие. Чему хотите вас, чтобы... Значит, как здороваться по-астински? Есть разные формы. Самая простая, есть такое слово, ну, общекавказское приветствие, салам. Вот в северном варианте оно звучит шалам, через ш, шалам. И есть слово байрай, тоже приветствие. Байрай, да, это как, ну, как возрадуйся, вот примерно так можно перевести. Дабон хорж, добрый день. Дарайшом хорж, дежар хорж, добрый вечер. Забаху, будь здоров. Так попрощаться. Байрай, да. Тоже хорошее приветствие, мне нравится. Так, ну еще раз тогда говорю вам бужнык. Да, на этом мастер-класс по таймингу завершился. Вроде.